Телефонный спектакль. Добрый день, Иван Иванович. Есть информация, что на вас кредит хотят оформить. Почти 1 000 000 рублей за сутки альметьевцы перевели мошенникам. А ведь действовали по старой схеме. Почему люди продолжают верить аферистам? Сосчитали до 10, сохранили жизнь. Заставляю себя считать 1001, 1002, 1003 в течение 10 секунд. Лайфхаки по спасению, кого обучали навыкам, а также почему пострадавшему нельзя давать таблетки. Карельский язык вместо русского и татарского. И скрежет металла вместо музыки и голосов актеров. Какие спектакли привезли театральные гости? Как отличить съедобный гриб от несъедобного? Сейчас ведь есть телефон. Поставьте умную камеру. Чем заядлых грибников привлекает осенняя пора и какая экипировка нужна для прогулок в лесу в это время года? Это новости Юго-Востока Татарстана. В студии Елена Бауэр. Здравствуйте. Мошенники работают без выходных и перерывов на обед. За минувшие сутки они успели выманить у доверчивых граждан почти 1 000 000 рублей. В одном из случаев махинаторы обогатились на 656 тысяч. Воспользовались они старым из вариантов классической схемы. Переведите деньги на безопасный счет. Здравствуйте, МФЦ беспокоит. Аферисты разыграли перед мужчиной настоящий телефонный спектакль. Первый из подельников представился сотрудником многофункционального центра и попросил у будущего потерпевшего пароль от личного кабинета портала госуслуги. Заявитель передал всю информацию звонившему. На следующий день ему поступил звонок от якобы сотрудника полиции, который сообщил, что его личный кабинет пытаются взломать и оформить кредит в нескольких банках. И с этого момента начинаются материалы уголовного дела. После лжеполицейского с мужчиной связался третий актер анонимного театра. На этот раз голос в трубке представился сотрудником банка. Добрый день, Иван Иванович. Есть информация, что на вас кредит хотят оформить. Голос в трубке заверил потерпевшего, что внезапно образовавшемуся кредиту поспособствовала утечка данных с интернет-портала. Оттуда же поступила и заявка на заем. И по классике предложили мужчине оформить еще один, чтобы избавиться от старого. Мужчина поехал в банк, взял новый кредит и перечислил на безопасный счет. Позже понял, что его обманули, и обратился в полицию. Если вбить в поисковике запрос «взять кредит через госуслуги», то первое, что вас встретит, так это сообщение о том, что портал никаких займов не оформляет напрямую, а открыв первую же ссылку, ведущую на страницу поддержки пользователя, можно заметить, что посредником в таких операциях госуслуги не являются. Единственное, что можно сделать через портал, так это подтвердить свою личность. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. Навыкам оказания первой доброчебной помощи обучили альметьевцев. Представители местного отделения Красного Креста провели мастер-класс и рассказали, как помочь родственникам до приезда медиков и что делать в чрезвычайной ситуации, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких. Левую руку кладете на лоб пострадавшего, правую руку под подбородок и запрокидываете голову. Таким образом можно узнать, дышит ли еще пострадавший человек. Смотреть при этом представители Красного Креста рекомендуют на движение грудной клетки и медленно считать до 10. А чтобы от переживаний счет не ускорился, ко всем числительным нужно прибавить 1000. Люди в стрессовой ситуации считают очень быстро. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Я заставляю себя считать вслух. Заставляю себя считать 1001, 1002, 1003 в течение 10 секунд для того, чтобы дать себе возможность убедиться, что человек дышит или не дышит. Если пострадавший пришел в себя, то важно помнить, оказывать можно лишь доврачебную помощь, чтобы избежать возможных неприятных последствий. Когда вы даете человеку лекарство, вы нарушаете границы первой помощи. Вы занимаетесь первой медицинской помощью. И вот в случае, если у человека случится аллергия, случится еще какое-то заболевание, которое спровоцирует это лекарство, или, не дай бог, смерть, вы уже будете подсудны. Такие правила распространяются даже на тех, с кем оказывающий помощь хорошо знаком. И чтобы жители знали, как правильно действовать в экстренной ситуации и обладали базовыми доврачебными навыками с юных лет, представители регионального Красного Креста организовали этот мастер-класс. Я считаю, что каждый ребенок
старше 14 лет как минимум, должен знать, как помочь своим близким, когда это необходимо до приезда врачей, чтобы никто не растерялся. Я думаю, что на сегодняшний день тема очень актуальная и важная. Кроме самых молодых представителей семьи, обучение коснулось и самых старших, кто без помощи со стороны уже не справится. И тех, кто в силу разных обстоятельств лишился возможности обслуживать себя. Особую роль здесь играет умение ухаживать за лицами, за людьми с дефицитом самообслуживания. То есть с теми нами, кто по каким-то причинам уже не может помочь сам себе, но правильно ухаживать за ним для того, чтобы родственникам было проще, правильнее и комфортнее, мы, конечно же, тоже будем обучать. Организаторы планируют провести обучение по родственному уходу во всех районах Юго-Востока республики. А в случае, если кто-то что-то забыл или не успел на мастер-класс, можно ознакомиться с информацией в видеоуроках в официальном паблике регионального Красного Креста. В Лениногорске отметили День профсоюзов республики. Организатором праздника выступил Татнефть-профсоюз. Начался день с посещения памятных мест. Затем профсоюзный актив чествовал отличившихся сотрудников компании. Продолжился праздник развлекательной программой для гостей и жителей города и концертом с участием звезд татарской и российской эстрады. Скважина номер 1 в Шугурово стала точкой отсчета нефтяной истории края. 80 лет назад в тяжелейшее военное время она дала промышленную нефть и работает по сей день. Благодаря нелегкому труду первооткрывателей нефтедобыча стала основой процветания и благополучия республики. Нефть, которую нашли здесь, благодаря Губкину, его планам, все-таки это свершилось. И первая скважина дала уверенность в том, что здесь у нас есть большие запасы нефти. Эта нефть не появилась просто так, сама собой поднялась наверх. Это труд поколений нефтяников, буровиков, геофизиков, геологов, нефтепереработчиков. Спустя 5 лет скважина номер 3 открыла Ромашкинское месторождение. Оно входит в десятку крупнейших в мире. В музее нефти гости погрузились в прошлое, узнали о первых нефтяных поисках. Вот с этой жижи, вот она, битумоносная жижа, с нее брали со 100 килограмм, 15 килограмм, чуть больше. В ремесленных мастерских гости увидели, как первопроходцы работали с битумом. Желающие могли примерить на себя роль кузнеца. Я сама родилась в городе Лениногорске. В этих местах мы всегда собирали ягоды. Вот здесь на поляне. Завод был тогда заброшен, такого исторического обустроенного центра не было. Впечатлили вообще все помещения, штольни, вот эти музейные залы, где нам показывали, как это все добывалось. Затем почтили память легендарного руководителя нефтяной отрасли возле его памятника на одноименной улице Лениногорска. Имя Валентина Дмитриевича Шашина носит и компания «Татнефть». Он внес огромный вклад в развитие нефтяной промышленности Татарстана и всей страны. После гости отдали дань уважения землякам, героически защищавшим родину, и выдающимся нефтяникам. Возложили цветы к обелискам на аллее славы и аллее нефтяников. Праздник продолжился чествованием отличившихся сотрудников компании. Из рук руководства Татнефти и Татнефть-профсоюза они получили заслуженные награды. Работаем очень в многих сферах. Очень большая работа с пенсионерами. Для них очень много нужно уделять внимания. То есть они приходят со своими проблемами. Стараемся уделять каждому внимание и помочь, конечно же. У монумента нефти детей развлекали аниматоры и артисты уличного театра «Легкие крылья». Жители участвовали в мастер-классах и играх. Вечер завершился грандиозным концертом с участием звезд татарской и российской эстрады. Зрители с восторгом принимали музыкантов, подпевали и двигались в такт популярным композициям. Финалом праздника стало яркое выступление Фердуса Тимаева. Наталья Лагункина, Роман Богатов, Рафаэль Сафин. Новости Юго-Востока. В Альметьевск прибыл Национальный театр Карелии. В программе 3 спектакля. Первая представленная постановка «Кулерво». Главный герой – ребенок, оставшийся без заботы взрослых. Спектакль – это как раз про любовь, об отсутствии любви. Да, и в конце как раз мы даем вот этот свет какой-то, божественный идет, и надежда. Жестокость мира в спектакле передают железные цепи и геометрические конструкции. Вместо музыкального сопровождения на сцене металлический скрежет и искаженные голоса актеров.
Сегодня на сцене Альметьевского театра гости из Карелии сыграют «Женитьбу Бальзаминова». Главную роль исполняет Никита Анисимов. Актер рассказал, что давно хотел побывать в Татарстане, потому что его предки были переселенцами из наших широт. Я приехал с огромным внутренним облегчением, потому что я наконец-то прикоснулся к чему-то, что хоть чуть-чуть, но тоже принадлежит мне. Вот в этих всех словах я хотел лишь выразить свою какую-то сопричастность, какую-то свою ощущение того, что я чуть-чуть, но дома. Завершающим спектаклем гастролей станет сказка «Цветочек аленький». Прочитать о событиях дня вы можете и на нашем сайте. А если хотите оперативно следить за свежими новостями, то рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем далее. 100 человек вышли на уборку родников Лениногорска. Кроме бутылок, этикеток и другого мусора, добровольцы обнаружили и другие интересные находки. Корма выращивают сами, излишки молока сдают. Семейное дело Забировых начиналось с покупки одной коровы и выросло до небольшого хозяйства. Как отличить съедобный гриб от несъедобного? Чем заядлых грибников привлекает осенняя пора? И какая экипировка нужна для прогулок в лесу в это время года? Волонтеры Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Логос» прибрались на одном из лениногорских родников и на берегу Камышлинского озера. Экологическая акция стала частью грантового проекта «Единство». На Камышлинском пруду вовсю кипит работа. Этот небольшой водоем находится в черте Лениногорска. Волонтеры поставили задачу – убраться на одном берегу. Мусор собирали с той стороны, где часто отдыхают люди. Рядом аллея буровиков. Работы немало. Урны есть, но некоторые бросают мусор мимо них. Бутылки, этикетки, окурки и многое другое собрали на берегу волонтеры. Кроме отходов попадались и интересные находки. Затем добровольцы направились на родник «Легенда», в народе прозванный «Пушка». Это тоже одно из популярных мест отдыха жителей. Новые мешки, взятые волонтерами, быстро заполнялись. Я бы посоветовал, чтобы мусор выкидывали в урны, как бумагу в бумагу, пластик в пластик, чтобы не было трудностей понести 10 секунд и дойти до урны. Уборку водных объектов проводили в рамках грантового проекта «Единство», реализуемого Центром психолого-педагогической помощи. Он входит в федеральный проект сохранения уникальных вод-объектов. Данный проект подразумевает проведение экологических акций и других различных акций. И вот сегодня идет акция «Родники России». Наши волонтеры Центра психологической помощи «Логос» очищают родники, водное пространство от мусора, дают чистоту родникам. Инициативу поддержали Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Лениногорская администрация. Очистку родника и пруда провели в рамках акции «Вода России». Акция «Вода России» проводится уже не первый год. Каждый месяц с помощью волонтеров, нам волонтеры очень помогают, школьники, студенты. Совместными силами мы убираем прибрежные территории, очищаем бытовой мусор. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие. Хочется, чтобы наш город был в чистоте и красоте. На водных объектах убирались около 100 человек. Эта экологическая акция не последняя, говорят организаторы. Уже на следующей неделе волонтеры займутся расчисткой скейт-парка. Наталья Лакомкина, Роман Богатов, новости Юго-Востока. Сегодня пятница, а это значит, что вышел свежий номер газеты «Знамя труда». Главная тема выпуска – штаб волонтеров. Работа в нем не останавливается ни на день. Но помощников не хватает. Как можно внести свою лепту и помочь добровольцам, узнаете на второй полосе. Главная тема выпуска – штаб волонтеров. Работа в нем не останавливается ни на день. Но помощников не хватает. Как можно внести свою лепту и помочь добровольцам, узнаете на второй полосе. Каким будет новый театральный сезон, рассказала главный редактор газеты Татьяна Шамбер. Сохраняет национальные традиции Чувашии Зинаида Юлтимирова. Через вышивку и вокал она передает свои знания молодому поколению. Познакомиться с ней можно на 12-й полосе. И какая осень без тихой охоты. В грибах разбирался Наиль Батаршин.
А главной героиней нового номера «Эльмет Таннары» стала блогер Альбина Валеева. На своем примере она показала, как построить дом своими силами. Почему в Новокашировской школе уже много лет не было ремонта, выяснял Равкат Шагеев. На 7-й полосе вы прочитаете о талантливых мастерах из Маметьева. Плотницкие навыки там передаются из поколения в поколение. События города и района, новости, рецепты, телепрограммы и многое другое также можно найти на страницах газеты. На странице газет «Знамя труда» и «Эльмет Таннары» настоящая жизнь Альметьевска. С успехами, достижениями, проблемами жителей города. Нас выбирают более 3600 читателей в Альметьевске и Альметьевском районе. Подписывайтесь и вы. Это можно сделать в любом почтовом отделении. А в редакции можно оформить альтернативную подписку. Это дешевле. Газету в таком случае будут доставлять в пункт выдачи возле вашего дома. Офис редакции расположен на улице Пушкина, 64. Подробности можно узнать по телефону 44 05 88. В Лениногорске открылся детский автогородок. Он находится во дворе Дома детского творчества. На его обустройство был выделен 1 миллион рублей. Сертификат на эту сумму Лениногорскому району подарил в феврале раис республики Рустам Миниханов. На полученные средства было приобретено оборудование для обучения правилам дорожного движения. Светофоры, пешеходные переходы, дорожные знаки. Все как на реальной дороге, только в миниатюре. Занимаясь в таком автогородке, школьники и воспитанники детских садов без труда смогут запомнить правила дорожного движения. Все наглядно и просто. Светофор – это дорожный знак. Можно только переходить на зеленый свет, на красный мы стоим и ждем, пока у нас загорится зеленый. Это знак пешеходный переход. Он предназначен, чтобы безопасно переходить дорогу для пешеходов. Где нет этого знака, то дорогу переходить нельзя. Площадку заасфальтировали за счет муниципалитета. Поставили оборудование, нарисовали разметку специалисты государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Ребята здесь могут выступать не только в роли пешеходов. При желании можно погонять на авто или на двухколесном транспорте. Главное – соблюдать правила. Когда я подъезжаю к пешеходному переходу, то я слезаю с велосипеда, смотрю на светофор. Если горит зеленый цвет светофора, то я прохожу. Только так, пешком, держась за велосипедный руль. В игровой форме ребята смогут отработать правила поведения на дороге, закрепить знания о видах транспорта, дорожных знаках, сигналах светофоров и жестах регулировщика. Здесь будет возможность изучать правила перехода проезжей части с использованием светофоров, с использованием дорожных знаков. Также изучать именно правила вождения, пока на велосипедах, но это тоже важно в наше время, на велосипедах и самокатах. Занятие в автогородке – работа на перспективу, чтобы каждый с юных лет всегда соблюдал правила дорожного движения, был внимательным пешеходом и водителем. Наталья Лакомкина, Роман Богатов, новости Юго-Востока. Выгодно ли жить на селе, знает семья Забировых из поселка Таллы-Куль Бавлинского района. Они в своем личном подсобном хозяйстве содержат дойных коров и телят. Животноводством супруги занимаются многие годы. Получая хорошую прибыль, они стремятся развивать свое дело. Это у нас бык, этот Мишка наш. Ему 1,5 года. Зорька, Манька, Чернышка, Гришка. У всех животных есть свои клички. Забировы с любовью рассказывают о каждом из них. Супруги начали свое дело с одной коровы. Спустя время живности в хозяйстве прибавилось. На сегодня супруги содержат 5 коров, телку, бычка и 3 телят. Они считают, что жить в сельской местности без скотины – это неправильно. Ну, все говорят, как будто бы невыгодно, а мы говорим, что выгодно. Утром мы вот 1,5 часа до работы, как говорится, смотрим, и после работы 1,5 часа времени, но мы вдвоем с мужем. Утром вот вместе заходим, у нас уже обязанности свои определенные, он заходит свое делает, я захожу свое. Глава семейства – начальник противопожарного поста поселка Новозареченск, а супруга – глава Новозареченского сельского поселения. Несмотря на занятость, они успевают и на работу, и трудиться в личном подворье. Дети, а их 3, живут отдельно, но всегда помогают родителям. Со своего ЛПХ семья получает натуральные и вкусные продукты, как яйца, мясо и молоко. Излишки молока сдают. В деревню приезжает сборщик. Забировы за 1 летний месяц реализуют до 1600 литров молока. Чуть-чуть в этом году огорчило то, что у нас немного спустилось цены на молоко. Мы ожидали все-таки больших цен на молоко. Но я думаю, все-таки это все выровняется. Это на тот год мы, может, все-таки цены пойдут вверх. Ну,
Если бы, например, цена около 30 рублей за литр была бы, это было бы, конечно. Коров хозяйка доит аппаратом, что значимо облегчает ей работу. Несколько лет назад Забировы получили доильный аппарат от муниципалитета, как семья, имеющая в хозяйстве более 3 коров. На деньги, вырученные от реализации продукции с личного хозяйства, удалось купить трактор и другие необходимые сельхозагрегаты. Корма Забировы выращивают сами на отдельном участке. Заготовка сена тоже производится своими силами. В огороде сажают большое количество тыквы, а вот фураж приходится покупать. Мы готовим около 80 рулонов сена. Примерно это, я знаю, что это мне на зиму хватит. Потому что меньше я заготавливать не могу. В будущем Забировы планируют увеличить количество коров, что позволит им повысить объемы производства. Сейчас супруги готовятся к зиме, утепляют загоны и припасают корма. Айгуль Дятульна, Булат Миязов, новости Юго-Востока. Грибная пора в самом разгаре, и любители тихой охоты устремились в лес. Для них сейчас самый сезон – не только набрать грибов, но успеть насладиться красками осеннего леса. Героиня нашего сюжета раскроет секрет, как узнать, съедобный ли гриб, а заодно поделиться хорошим настроением. Осень изумила листопадом, отхлестала проливным дождем. Ничего от жизни мне не надо, лишь бы пели птицы под окном. Золотая осень, пожалуй, одна из самых вдохновляющих, кроме любви, конечно, тем для поэзии. Заинская поэтесса Надежда Чепурная не пропускает ни одного осеннего дня, чтобы не попасть в лес. И дело не только в стихах. Еще один грибочек. Красавец Сухой Грусть тут же отправляется в Лукошко. Любовь к тихой охоте появилась еще в детстве, когда вместе с отцом начинала ходить по грибы. Грибов было море. Мы на зиму засаливали бочки деревянные с грибами, и папа эти бочки опускал в погреб. И зимой с картошечкой хрустящие грибы – это было объедение. Настоящий грибник знает, что ходить по грибы нужно не только хорошо экипированным, в сапогах с корзинкой с ножом, но и хорошо в них разбираться. Это только мухоморы знают все, а по незнанию в корзинку можно и ложных накидать. Сейчас ведь есть телефон. Поставьте умную камеру. Посмотрите, если вы не знаете, съедобный он или несъедобный, лучше не брать. Пусть себе растут, а вы идите дальше. Ну а если грибов охота, да времени на охоту нет, можно и купить на стихийном рынке. Не только цену уступят, так еще и засолить научат. Их отмачивают дня 2-3. Периодически воду меняют через каждые 3-4 часа. Потом отваривают минут 15 и солят. Вот такие хорошие. По наблюдениям продавцов стихийного рынка, ассортимент грибов в этом году не богат. Видимо, сказывается сухое лето. Но впереди осенние дожди, так что все бабушки делают ставку на осень. Елена Маврина, Денис Сипатов, новости Юго-Востока. Это все новости на сегодня. Посмотреть выпуск сначала вы можете на нашем сайте. Его адрес alimetivsk-ru.ru. Делитесь мнением о важных и интересных событиях дня в комментариях, а также пишите нам свои пожелания и предлагайте темы для новых выпусков. Всего доброго!